Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях в рамках программы «Гюнтар ТВ» депутаты парламента от парламентской фракции Атамекен Никитенко Наталья Владимировна и депутат от парламентской фракции Бирбол Суамбеков Бакирдин Джамалович. Здравствуйте. Сегодня в ходе разной вы поднимали вопрос о механизме получения справок для ветеранов ВОВ, для получения статуса ветерана ВОВ. Озвучьте, пожалуйста, более подробно и в чем состоит проблема. Действительно, я сегодня на пленарном заседании поднимал вопрос, потому что мне часто обращаются именно вот перед праздником 9 мая многие ветераны, потому что многие потеряли какие-то справки, многие не могут получить из соцфонда какие-то справки, из архива. Вот поэтому я сегодня такой вопрос поднимал. И в письменном виде я передал представителю правительства, и в ближайшее время они обещали им помочь. Вот с этой целью я поднимал этот вопрос. А в чем состоит вообще проблема? Так как у нас сегодня уже строго зафиксировано количество ветеранов ВОВ, это более 800, а вы говорили цифру 970. Это сами ветераны ВОВ или, может быть, их родственники, или люди, которые косвенно пострадали в данных событиях в ходе Великой Отечественной войны? Мы данные брали из Министерства обороны. К сожалению, каждым годом их участников Великой Отечественной войны остается меньше и меньше. В этом году это на 1 апреля 970 всего в республике остались. А именно вот по городу Карабалта, вот где мои избиратели, остается там 34 человека. В прошлом году 42 было их. Вот поэтому каждым годом меньше и меньше. Вот. И мое пожелание, каждый год мы должны больше уделять внимание на них, чтобы в любом отношении, чтобы мы поддерживали. Что касается больше уделения внимания, одно из главнейших, это, конечно, лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание. И, Наталья Владимировна, вы не раз поднимали данную проблему. Озвучьте, пожалуйста, вот то, что вы раньше говорили, и что можно сделать для решения данной ситуации, так как ежегодное количество ветеранов, конечно, уменьшается, к сожалению. Прежде всего, я вот соглашусь с мнением коллеги. Да, каждый год, к сожалению, просто катастрофически убывает количество ветеранов Великой Отечественной войны. Мы все прекрасно понимаем, да, у народа, у которого нет уважения и памяти к прошлому, очень смутное и туманное будущее. Поэтому мы безмерно должны быть, во-первых, признательны. И как бы эту признательность нашу ветеранам должны выражать во вполне конкретных действиях. То есть чтобы их жизнь, их годы, пожилые годы, они проходили все же достойно. Во-первых, внимание со стороны государства должно выражаться в том, чтобы облегчить максимально все процедуры получения тех же справок, о которых шла речь. Я так понимаю, это справки, связанные с какими-то бытовыми вопросами, да, пенсионным обеспечением, социальный фонд. То есть на сегодняшний день эта система не отрегулирована. Приходится гражданину выстаивать длительные очереди в представительствах соцфонда, чтобы получить какую-то справку, оплатить что-то и так далее. При этом ветеранам Великой Отечественной войны это очень затруднительно, поэтому нужно систему отрегулировать. Должны быть все же некоторые попечители, я думаю, люди, которые могут оказать такие услуги, то есть пойти вместо ветерана, помочь с получением справки. И в целом сама система получения документов должна быть существенно изменена. Мы должны уходить от бюрократии, от коррупции, бытового уровня, от длинных очередей к совершенно другим электронным очередям, электронным средствам оплаты через терминалы и так далее. А по отношению к ветеранам это должен быть патронаж некоторый со стороны чиновников, представителей местной власти, добровольческих организаций. Возможностей на сегодня много. И еще один важный момент, я действительно об этом говорила, это лекарственное обеспечение. К сожалению, несмотря на определенные пенсии, надбавки специальные для ветеранов Великой Отечественной войны, лекарства очень дорогая часть бюджета, и они составляют, наверное, на сегодняшний день большую часть бюджета ветерана. Более того, несмотря на то, что есть 5% скидка для пенсионеров, есть определенные скидки для ветеранов, все же многие лекарства дорогостоящие, малодоступны. Затем за ними нужно идти опять в аптеку и прочее. Очень большое количество ветеранов, они уже не могут выходить из дома. Они на самом деле вот привязаны к дому, к кровати. Я посещала очень многих ветеранов Великой Отечественной войны,
И очень тяжело, потому что без поддержки, без помощи, если человек тем более не имеет родственников или людей, которые заботятся, это становится затруднительным. Каждый выход за лекарствами, за справкой, за продуктом – это очень большая серьезная проблема для человека. Поэтому здесь тоже должна быть система, во-первых, льготных лекарств, доступных, даже если они дорогостоящие для наших ветеранов, да, должна быть система предоставления таких лекарств по очень низким ценам. Большинства жизненно важных лекарств совершенно бесплатно. И я считаю, что должна быть система доставки. Я предлагала неоднократно Министерству здравоохранения предусмотреть такой, вы знаете, постоянный мониторинг. Я назвала это условно, ну, такой вот поезд, да, который не только перед 9 мая должен приезжать к ветеранам в лице необходимых врачей, ответственных чиновников, соцработников и смотреть, как они живут, но делать это регулярно. Вопрос пока, к сожалению, такой практической поддержки не находит, а мы теряем время, мы теряем людей. То есть ответа от Министерства здравоохранения не последовало? Или какой-то, может быть, был ответ, что касается нехватки финансовых средств? Нет, вы знаете, естественно, в рамках государственной программы, политики Минздрава все это якобы отрегулировано. То есть, естественно, есть соцработники закрепленные, приходят участковые врачи. Эта система навещения участковыми врачами ветеранов, она есть, и Минздрав об этом говорит. Но мое предложение, оно требует немножко другого подхода, потому что речь идет об узких специалистах. Не всегда участковый врач он может вовремя обнаружить проблему, поставить диагноз, просто сопровождать человека. Иногда нужны совершенно другие технологии, УЗИ-аппараты, да, лабораторные исследования и прочее. И для этого человеку нужно встать и пойти в клинику, в больницу. Это физически иногда не представляется возможным. Поэтому я считаю, что вот такие полный комплекс реанимобилей, таких передвижных лабораторий, врачей узкого профиля вместе с оборудованием, они должны приезжать на дом. И эту службу нужно формировать. Она существует сейчас, я говорю, только на частной, коммерческой основе. А мы должны иметь государственную альтернативу для тех, кто срочно нуждается в помощи, и для постоянного мониторинга прямо на месте. Сегодня у нас мы видим фойе, где проводится интервью, что очень много приглашенных. Сегодня в рамках Гюнтар ТВ, что у нас одной из актуальных является. И, насколько мы знаем, сегодня первым вопросом, помимо разного, был вопрос, значился это присяга. Расскажите более подробно о присяге, которая состоится сегодня, и, в частности, по повестке дня, то есть об отчете правительства. В сегодняшнем Гюнтар ТВ, как вы сами сказали, вот первый вопрос был разное. Вот сейчас 11:30 с участием президента Алмазбека Шаршеновича новый состав правительства будет присягу принимать. Вот основной, самый важный. Что касается главный. об отчете? А после этого отчет премьер-министра целым новым составом правительства. Наталья Владимировна, какой вы считаете актуальный аспект, который в ходе заслушивания отчета, и какие вы планируете поднять вопросы? Ну да, я тоже соглашусь. То есть отчет, наверное, самое важное на сегодняшний день в повестке дня мероприятие, поскольку это все же итоги работы целого правительства за 2015 год. И, безусловно, вопросов очень много. Я поднимала и на комитете ряд вопросов в отношении не только содержания, но и формы предоставления отчета. На сегодняшний день это 150 страниц текста. Я неоднократно говорила, что убеждена в том, что сегодня отчеты правительства, они предназначены только для того, чтобы чиновники отчитались перед собой, друг перед другом, правительство перед парламентом и так далее, о том, что сделано на чисто чиновничьем языке. В этом плане данные отчеты, вот уже один за другим последующие отчеты правительства, они совершенно малопригодны для наших граждан, для наших жителей, потому что совершенно бюрократичный язык, и непонятно, какие именно достижения, чем мы можем похвастаться и что мы не успели сделать за 2015 год. Поэтому парламент предлагал еще в 2014 году определенный формат отчета, короткий, понятный, который можно показать людям. Он четко показывает, откуда мы идем, куда идем, что успели достичь, что нет, и где мы находимся на мировой карте. Где наша страна по основным показателям. Это очень четко показывает направление. Вот эти моменты, к сожалению, и сегодня не учтены в формате отчета. Информация, она представлена очень длинными фразами и большим
количеством цифр, за которыми не всегда виден реальный прогресс, достижения или недостатки. Это вот один из моментов, о котором я говорила, и сегодня тоже намерена обратить внимание правительства. Я думаю, что парламент должен в обязательном порядке не рекомендовать, а обязать правительство по предложенной парламентом структуре отчета отчитываться, поскольку это, так сказать, наша функциональная обязанность контролировать работу исполнительной власти. Ну и, безусловно, очень большой блок меня беспокоит, скажем так, выполнение конституционной нормы о социальной ответственности государства. На сегодняшний день среди 88 национальных проектов практически ни одного не было реализовано по социальной сфере. Здравоохранение, пенсионная реформа, образование. А это национальные проекты, которые должны создать точки роста, продвинуть нашу страну существенно вперед. Но мы называем себя социально ответственным государством. Мы должны перейти на практике к этому. Я тоже хотела ряд вопросов в отношении социального блока сегодня поднять. Спасибо большое. И сегодня у нас были депутаты Джор Кенеша в рамках программы Гюнтар ТВ. И сегодня у нас после обеда будет рассмотрен ряд законопроектов, поправки в законы, а также международные соглашения. Спасибо большое. До свидания.